Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Многие авиакомпании открыли для жителей региона субсидированные авиаперелеты на ряд направлений. Транспортная доступность стала лучше и за счет проведения ремонтных работ взлетно-посадочных полос в аэропорте Якутска и Алекминска. Как сегодня выглядит транспортная система региона, спросим у нашего гостя. Это Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Владимир Михайлович, приветствую вас. Добрый вечер. Долгожданное событие. Открыты продажи субсидированных авиабилетов из ряда аэропортов. Расскажите чуть подробнее, из каких аэропортов можно по этим билетам улетать. Да, по субсидированным авиабилетам можно вылететь сегодня из республики, из аэропортов Якутска, Мирного, Полярного, и с 1 ноября можно будет вылететь уже с аэропорта Неринга. По субсидированным билетам, еще раз напомню, могут воспользоваться пассажиры льготной категории. Это молодежь до 23 лет, люди пенсионного возраста и многодетные семьи и инвалиды. 35 маршрутов, порядка 1 400 000 000 рублей мы получаем субсидий. Субсидированные билеты продаются на маршрутах авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Сибирь», «ЮТР», «Уральские авиалинии». Кроме того, хотелось бы отметить, что с конца октября по 30 ноября можно воспользоваться авиабилетами, субсидированными авиабилетами для всех категорий возрастов, имеющим прописку в Дальневосточном федеральном округе. Это по маршрутам Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург, авиакомпании «Якутия», и Мирный Москва и Полярный Москва, Неринг-Москва, это компания «Алрос». Настоящим праздником в Алекминске стало завершение ремонта взлетно-посадочной полосы. В Якутске мы тоже это очень давно ждали. Все лето велись эти ремонтные работы. И как выглядит обстановка с этими ремонтными работами сейчас? Да, в аэропорту Якутска мы этим летом завершили этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, и сегодня она работает на всю длину и может принимать все типы воздушных судов. Уже сегодня компания «Аэрофлот» и «ЮТР» и авиакомпания «Сибирь» заявляет о перевозках на широкофюзеляжных самолетах, таких как «Боинг 37», А321 «Нео». Аэропорт Якутск, работы по реконструкции продолжаются, но в 2022 году длина полосы останется неизменной. В 2023 году все-таки длина полосы опять будет ограничена. 1800 метров, это опять же не все типы будут. Это оставшаяся часть, которую необходимо реконструировать. Я бы тоже хотел просить отнестись с пониманием к необходимости реконструкции. Это прежде всего безопасность полета. По Алекминску, да, действительно, нам удалось завершить в установленные сроки ремонт взлетно-посадочной полосы. Уже 23 октября был совершен первый полет на 24 компания «Полярные авиалинии» по маршруту Якутск-Алекминск. Полоса длиной 1700 метров готова принимать самолеты. И напомню, мы практически все лето, с весны, мы осуществляли субсидированные перелеты на вертолете Ми-8 по маршруту Алекминск-Маган. Очень сейчас, хотелось бы сказать, очень такое радостное и долгожданное событие, наверное, для жителей Южной Якутии. Это мы завершаем, и с 1 ноября начинаются регулярные полеты из аэропорта Нерингри. Уже буквально 1 ноября будут осуществлены первые полеты по маршруту Якутск-Москва, Нерингри-Москва, Нерингри-Новосибирск. Полоса готова. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые за 1 год сделали всю длину реконструкции по всей длине. И аэропорт Нерингри
вновь готов принимать самолеты всех типов. Ну, в республике, не секрет, всегда очень остро стоит вопрос малой авиации. Как ситуация с малой авиацией выглядит на сегодняшний день? Сколько перевозчиков заняты в экономике региона? И какие работы, самое главное, ну, кроме перевозки пассажиров, выполняет малая авиация? Да, начиная с начала этого года мы регулярно встречаемся с представителями малой авиации, значит, обсуждаем вопросы и соблюдения авиационных правил, значит, соблюдение, значит, всех требований норм и правил безопасности, проводили, значит, консультационно-методологический семинар совместно с местным территориальным управлением Росавиации для получения, значит, сертификатов эксплуатанта на проведение авиационных работ. Я напомню, с этого года они расширены. Представители малой авиации у нас широко задействованы, и у нас государство размещает соответствующий заказ на проведение авиамониторинга паводковой ситуации, пожарной, лесопожарной обстановки. Безусловно, малая авиация сегодня привлекается и для доставки социально значимых продуктов в санавиации. Сегодня в рамках реестра вот, эксплуатантов у нас числится 63 представителя, владельца, скажем, воздушных судов малой авиации. Но пока сертификат летной годности, конечно, из них владеет только 37 представителей. И вот совсем недавно мы получили с ООО «Восход», который владеет двумя Ан-2, получил сертификат эксплуатанта на проведение авиационных работ. И они сегодня готовы выполнять работы для государственных нужд и для нужд населения. Предлагаю спуститься с небес на землю. Расскажите, пожалуйста, какие дороги регионального значения были реконструированы в этом году и введены в эксплуатацию? В этом году по всем дорогам, которые приходятся на территории республики, мы, как и в прошлом году, планируем отреконструировать и довести до норматива не менее 500 километров дорог. Из них по региональным дорогам мы планируем порядка 230 значит, дорог привести к нормативу. На сегодняшний день уже 90% по ним завершены, 90% объектов уже завершены. По городу Якутску мы планируем, в этом году запланировано 48,5 километров дорог. Работы все завершены. Сегодня стоит отметить наиболее значимые. Это у нас буквально в ближайшее время закончится реконструкция объездного шоссе. Очень многое было сделано по дорогам, ведущим к кварталам многодетных. Значит, по региональным дорогам хотелось бы отметить, что у нас мы асфальтом дошли до села Хатырык, до родины выдающегося государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Значит, участок на участке Максоголов-Покрос была отремонтирована асфальтом дорога, и асфальт прошел вдоль села Улахана с соответствующим освещением, со всеми сопутствующими работами. А в целом хотелось бы отметить, что рекордсменами, так скажем, по отремонтированной протяженности дорог является это Тампонский, Татинский, Хангаласский улус. Но еще одна острая тема – это транспортная доступность жителей арктической зоны. Как решается вопрос транспортной доступности этих территорий, какие мероприятия запланированы, что будет сделано? По арктической зоне мы сегодня, значит, в первую очередь, значит, обращаем внимание на проведение, значит, реконструкций, которые на территории, реконструкции аэропортов на территории арктической зоны. Хотелось бы отметить отдельно, что с 16 ноября закрывается аэропорт Черского в Нижнеколымском районе. Но для того, и авиасообщение будет осуществляться через стыковочные рейсы через Среднеколымск. Вместе с тем на вертолете Ми-8, далее самолетами Ан-24. Хотелось бы отметить, что здесь мы предусмотрели субсидирование этих авиаперелетов, так чтобы ценовая доступность все-таки осталась. Ну, жители Нижнеколымского района не почувствовали какого-либо удорожания, и
Сегодня нам удалось сохранить как бы на уровне цену билета на уровне текущей цены. Значит, хотелось бы, чтобы также жители значит, Нижнеколымского района отнеслись с пониманием, ведь реконструкция взлетно-посадочной полосы также повысит безопасность перелетов. Такие стыковочные рейсы продолжатся до октября 2022 года. Значит, по доставке грузов мы сегодня отрабатываем вариант резервной полосы. Соответственно, есть определенные решения. Я думаю, мы для как раз-таки представителей малой авиации, для таких самолетов, как Ан-2, мы сделаем резервную полосу, чтобы доставлять туда грузы. Что касается в целом доступности, ценовой доступности авиаперелетов, то сегодня активно обсуждается, и мы предлагаем механизм, наше министерство предлагает механизм адресной субсидии для жителей, которые имеют прописку в вузах, входящих в арктическую зону, субсидировать им авиаперелеты. И сегодня механизм уже выработан, и в рамках второго чтения будет государственного бюджета будет обсуждаться вопрос финансового обеспечения. В целом предлагается значит, субсидировать не менее половины значит, населения всей арктической зоны. Это порядка 40 тысяч человек. Отличная новость. Очень было бы здорово, если бы это действительно начало работать. Ну и в завершении беседы не могу не задать следующий вопрос, глядя на погоду за окном. Аномальное тепло пришло в республику, осталось здесь всерьез и надолго. Прогнозы по открытию автозимников какие-то есть? Да, действительно, погода вносит свои коррективы. И, как вы знаете, у нас вот паромная переправа, даже в сравнении с прошлым годом, когда была тоже теплая зима, тем не менее мы постарались продлить работу паромной переправы Нижний Бестях-Якутск. Но вот хотелось бы обратить внимание, что вот 25-26 уже 26 октября, значит, переправа будет закрыта, паромная переправа, и, соответственно, просил бы воздержаться от излишних поездок без особой необходимости на тот или иной берег. Значит, далее сегодня мы традиционно обустраиваем паромную переправу на участке Жатай-Техтюр. Сейчас там идут работы по подъездным путям к Техтюру. Там уже будет следокольной проводкой осуществляться. Конечно, количество паромов будет ограничено, не более 2. Соответственно, также все-таки в период межсезонья эта переправа будет работать у нас до конца ноября, ориентировочно до 26 ноября. Понятно, что там тарифы не регулируемы, и, соответственно, это будет достаточно ценовой, так скажем, тяжелый. Вот. Что касается автозимников, то вот из-за аномально теплой погоды мы ожидаем, что ближайший автозимник вот в районе города Якутска откроется не раньше, чем 15 декабря, значит, на участке Хатас-Павловск с грузоподъемностью до 3 тонн. И далее по погоде будем, конечно, безусловно, следить, намораживать. Здесь хотелось бы отметить, что прежде всего безопасность и, соответственно, это все будет зависеть от погоды. Что ж, Владимир Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Как сегодня выглядит транспортная система региона, нам рассказал Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Берегите себя и до встречи в эфире.